молимся за них, Господь, чтобы Ты еще больше силы и могущества Духа Святого даровал им, чтобы они пасли народ Божий, Господь, с радостью, Господи, во имя Иисуса Христа, чтобы это было во славу Твою, во имя Иисуса, чтобы прославилось имя Твое на этой земле, чтобы Твои пределы расширялись, чтобы Твое царство, оно распространилось до края земли. Спасибо Тебе, Господи, за то, что сегодня мы можем молиться за нужды друг друга, Господь. Ты сказал, что мы в Галатах 6 глава, Ты сказал, что если мы будем носить свои бремена друг друга, Господь, то этим мы исполняем Твою волю, Господь. И сейчас мы молимся за нужды. Они естественны, Господь, живя на этой земле. Когда человек имеет нужду, будучи верующим Тебе, это нормально, Господь. Это нужно для того, чтобы мы укреплялись в вере, чтобы мы прорывались, Господь, на каждой ситуации, чтобы небеса, Господь, притянули здесь, на этой земле. Господь, мы молимся за каждую ситуацию, Господь. Мы приносим на руках, Господь, веры перед Тобой, перед Твоим могуществом, Господь. Всякую нужду, которая есть в нашей жизни, Господь. Нужда, Господь, в работе, Господи, те, которые ищут работу, Господь, да будет дана эта работа, высвобождена эта работа во имя Иисуса Христа. Господи, мы сейчас молимся за жилье, Господь. Кто-то строит жилье, кто-то нуждается, Господь, в жилье, кто-то оплачивает ипотеку, Господи. Да будет это все явлено во славу Твою, Господи. Мы высвобождаем финансы, Господь, чтобы в наших жизнях было устройство от Тебя, Господь, чтобы высвобождались, Господь, небеса, были открыты окна небесные, Господь, чтобы пришло, Господь, восполнение наших нужд через Тебя, Иисус Христос. Также мы молимся, Господь, за эту ситуацию сейчас с болезнями, Господи, вирусными заболеваниями. Мы просто как церковь, Господь, власть имеющая в этом духовном мире, мы провозглашаем, что духовные врата этого города, они помазаны елеем Твоим, кровью Агнца Божьего, с юга, с востока, с запада, с севера. И молитва, Господь, наших верующих, оно возносится к небесам Твоим, Твоему престолу и днем, и ночью. Есть Твои стражники. Мы благословляем их, Господь, чтобы огонь молитвы сошел на них, Господь, чтобы эта молитва, Господь, покрывала всю землю, Господь. И всех, кто сегодня болеет, кто-то чувствует недомогание, мы прямо говорим Тебе Твою жизнь. Ранами Иисуса Ты исцелен. Мы провозглашаем свободу от всяких немощи, от всяких болезней и вирусов. Ранами Иисуса Ты исцелен. Восстань и воспрянь. И стой на Божьем Слове и прими это Слово, что ранами Иисуса Ты исцелен. Спасибо Тебе, Иисус, спасибо. Мы благодарим Тебя, Господи, за наших детей. И мы приглашаем сюда наших детей. Дети, приходите за благословением. Я сейчас попрошу нашу драгоценную сестру Наталью Михайловну повести молитвы за детей. Господи, Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за каждого ребенка, за каждое сердечко, которое Ты нам даровал. Господи, это наше наследие. И мы говорим Тебе спасибо, Иисус. Спасибо Тебе, Господь. Господи, да будут наши благословенны во все времена, да будут они успешны, да будут они поступать по Слову Твоему, да будут они ходить в истине Твоей, да будет на них Божье Твое здоровье, Господь. Да всякая болезнь да пройдет мимо во имя Иисуса Христа. Господи, благослови. Благослови, Господь, ихние ноги, Господи. Да будут они ходить праведными путями. Да будут они, Господь, добры на каждое дело. То есть будут быстры на каждое доброе дело. Господи, также благослови тех, кто их учит.
также просит Тебя, чтобы все дары, которые Ты им дал, чтобы они высвободились, чтобы они служили в этом мире своими дарами, чтобы они ходили во свете, там, где тьма, Отец, чтобы они, Господь, прощали там, где их будут обижать, чтобы они любовь дарили там, где, может быть, и нету любви, чтобы они были светом там, где будет тьма. Господи, благослови каждого ребеночка, благослови каждое наше сердечко, которое Ты нам дал. Господи, спасибо Тебе за все. Еще раз благослови. Аминь. Будьте благословенны, дети. У нас есть еще такая часть служения нашей веры нашему Господу. Это служение приношения. И сейчас я попрошу нашего брата Алексея поделиться словом о даянии. Здравствуйте, братья и сестры. Сегодня мне была честь поделиться словом большим. И хотел сказать, что финансы – это не цель нашей жизни, но очень ее важная составляющая. И в Библии 2450 стихов о том, как распоряжаться имуществом и управлять финансами. Также прочитаем Агея 2:8. «Мое серебро и мое золото, говорит Господь Саваоф». И еще один стих, это Второзаконие 10:14. «Вот у Господа, Бога твоего, небо и небеса небес, земля и все, что на ней». То есть Богу принадлежит все, что мы видим, и все, что мы имеем, дано нам во временное пользование. Мы являемся распорядителями имущества и финансов, которые дал нам Господь. Бог также желает, чтобы мы были грамотными в вопросах финансов. Также мы можем ими служить Богу и людям. Это должно исходить из нашего сердца. Мотив должен быть любовь. Просите Бога о мудрости по отношению к деньгам. И также все, что мы видим, это здание, тепло, вода, которая здесь, это все на пожертвование. Если у кого-то нет понимания, сколько давать, как, нужно просить Бога мудрости в этом вопросе. То есть, хочу помолиться за финансы. Господь, прошу Тебя за каждого, кто дает, и для всех людей, кто находится в этой церкви, а также кто не смог прийти, чтобы Ты давал мудрость в отношении финансов, также чтобы Ты приумножал их в жизни людей, давал работу и направление, куда нужно идти, что нужно делать. Аминь. Теперь мы можем принести свои пожертвования, которые мы приготовили. Спасибо большое, Алексей. Пусть это слово принесет свои добрые плоды в жизнь каждого человека, чтобы мы стали хорошими управляющими. Аминь. И я очень хочу, чтобы в лице Алексея я хочу благословить всех братьев, чтобы в нашей церкви поднимались на служение братья. Когда будет братьев больше, у нас будет все на месте. Аминь. Господь, я благословляю наших братьев, которые есть в нашей церкви, которые здесь сидят, которые по каким-то причинам сегодня не смогли прийти. Я благословляю их, Господь, помажь их, каждого на служение, Господь, чтобы сердца их были полны любви, Господь, и желание служить Тебе, чтобы царство Твои пределы распространялось, чтобы царство Твое процветало. Да будет они в своих семьях, Господь, в своем месте служения мужьями по сердцу Бога. Да будет так. Аминь. И сегодня благословенный день. Наш пастор Алексей со своей драгоценной супругой, нашей сестрой Ларисой, и наши драгоценный брат и сестра Марина с Семеном, они улетели на Сахалин. Там будет служение, и я надеюсь, что Господь их сильно еще больше благословит, больше помазания даст, и еще больше видения у них расширится. И по приезду они будут, вот это помазание, которое они получили там, оно будет высвобождаться в церкви, чтобы церковь, она процветала и стала церковью делателем Царства Божьего. И другая у нас радость, то, что Господь сегодня высвободил нам служителей
Мы ждали Максима, но Бог распорядился так, что Максим не смог приехать. Мы сами видим, что в течение этих дней, да, метель, снег и пурга где-то местами. И поэтому Максим решил не приехать. А Господь нам посылает другое благословение в лице Олега Ивановича Куликова и ее драгоценной супруги Татьяны. Они являются пасторами в церкви Слово жизни. Мы не раз слышали проповеди Олега Ивановича, и все мы были очень благословлены. И пусть сегодняшнее слово, которое будет Господь высвобождать через служителя своего Божьего, да будет оно настолько помазано, что оно будет иметь способность сдвигать наш разум в сторону Божьего Царства, чтобы наше сердце было открыто к этому слову. И пусть это слово упадет на добрую почву, чтобы принести нам плоды, умножающиеся плоды в нашей жизни. Во имя Иисуса Христа. Олег Иванович, прошу. Так охота сказать добрый день, потому что мы днем собираемся. Но, кажется, сегодня утро еще. Не обед, я думал, уже обед, что-то проголодался. Но мы сегодня будем кушать хорошее слово. Бог для нас приготовил, чтобы мы, каждый по отдельности, мы могли вместе укрепиться. Чтобы мы могли получить то, что Дух Святой хочет говорить в наше сердце. Чтобы мы могли стоять на том слове, которое Бог нам дал. Которое нам давал, нам дает и будет давать. Аллилуйя! Чтобы сердца наши открылись, давайте мы помолимся. Аллилуйя! Господь, просим Тебя, Отец Небесный, просто пусть Дух Божий, Дух Святой могущественно здесь двигается, и чтобы моя проповедь, мое слово было не в убедительных словах человеческой мудрости, но явление Духа и силы, чтобы вера людей этих утверждалась не на человеческой мудрости, не на философии, но на Слове и Духе Божьем. Во имя Иисуса Христа. Благодарю и славлю Тебя, что Дух Господень, Он сегодня здесь. Он знает каждое сердце, Он знает, кому что говорить, потому что Твое Слово, оно, Господь, во имя Иисуса, Богу вдохновенно и полезно. Оно настолько полезно, что иногда мы не понимаем, даже пренебрегая его, оно полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления, чтобы мы были наставлены, чтобы мы укрепились, чтобы мы ободрились, и чтобы мы могли брать новые высоты, духовные высоты. Во имя Иисуса Христа. Благословляю каждого сегодня здесь. И Ты, Дух Святой, знаешь, кому сегодня как прикасаться. Господь, кого надо, Господь, исцелять, Господь, душевные какие-то раны. Говорить кому-то, Господь, кого-то ободрить, Господь, во имя Иисуса Христа. Кому-то просто утешить. Дух Святой, во имя Иисуса Христа, двигайся сегодня здесь и соделай свою Божью работу, которую Ты хочешь сегодня, в этот день, во имя Иисуса Христа, Господи. Аллилуйя. Все сказали аминь. 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 Еще раз доброе утро. И я хочу на сердце просто поблагодарить левитов, потому что, знаете, вот у меня папа русский был, мама якутка была, и когда слышишь прославление не только на русском, но на якутском, вот, то оно, знаете, оно настолько касается сердца близко. Я думаю, якутский народ больше будет, больше понимает, больше как-то ближе Богу. Все равно каждый народ через свой язык, потому что Бог на нации не делит, Он всех любит, все одинаковые. Вы даже не подумайте об этом, но когда я слышу вот это прославление, поклонение на якутском, то это меня очень сильно касается. Мне еще больше охота идти к этому, к якутскому народу, больше благовествовать, говорить. Аллилуйя. Знаете, я сегодня хотел бы, я в то воскресенье у себя в церкви проповедовал, многие были очень благословлены, у нас там гости были, тоже были очень благословлены. И я просто помолился и просто понял, что я не должен это же слово прямо сейчас вам нести.
потому что нужно было там и подготовка, и нужен был мне человек, с которым я бы мог общаться, вести диалог, если кто-то из вас слушал эту проповедь там. И я просто не знал даже, кто у вас здесь есть рыбаки. Я по Инстаграму узнал, оказывается, чернисленные рыбаки, оказывается, да? Тогда бы я позвонил Алексею, мы бы подготовились к этой проповеди просто вместе. И тогда, когда наглядно это, когда это все видно, знаете, это так сильно, это так понятливо, это так доходчиво, оно доходит. Потому что есть такая поговорка: лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать, да? Это намного лучше, когда поехать, посмотреть, пощупать это, пообщаться с этим. И я хотел бы начать сегодня проповедь. Моя будет проповедь сегодня называться «Будем держаться исповедания, упования неуклонно». Я верю, что Дух Святой сегодня благословит многих из вас. Евреям 10 глава, откроем Евреям 10 глава, 10 главу. Евреям 10 глава. И будем прочитаем 23 стих. Здесь написано в 23 стихе: «Будем держаться исповедания, упования неуклонно, ибо верим обещавшим». Нам нужно неуклонно держать. Это, знаете, держать как... Потому что сатана он атакует. Нам нужно держаться неуклонно того, чего держаться. Держаться не на своих мышцах, не на своей мудрости держаться, не на своей связи держаться, не на свои деньги уповать. Нам нужно держаться неуклонно исповедания того, что Бог нам сказал когда-то в нашей жизни. Когда Бог говорит в нашу жизнь, и мы держимся за это слово, потому что сатана, он ходит как рыкающий лев, и он хочет все время нас сбить с этого пути. Он все время хочет, чтобы мы не уповали неуклонно на это слово, на Божье слово. И он все время говорит: нет, ты ранами его, ты не исцелился. Сейчас он меня очень сильно всегда атакует через это. И он мне все время говорит: нет, ты не исцеленный, ты почувствуй, ты же болеешь, у тебя там болит, здесь болит. Но мне нужно неуклонно держаться этого исповедания. Ранами его я исцелен, потому что много лет тому назад он меня исцелил от многих болезней. У меня все внутренности были просто избиты, просто пробиты. Все врачи сказали: он не лет долго не будет жить. Но Бог исцелил меня. Все мои внутренности, мое сердце, все исцелил. Потому что я держался за это. Я говорил: настает какое-то время, может, года, говорю, мне уже 58, скоро будет, совсем скоро 59. Но я еще молод, я еще крепок, я еще могу служить. Люди в 70, 80 лет, 90 служат. А мне только 50, я еще мальчик. Мне нужно неуклонно держаться этого исповедания. Мне нужно держаться, сражаться. Знаете? Потому что в этом мире многие говорят: что тебе говорит? Интернет говорит, соседи говорят, твои друзья говорят, что у тебя не получится. Даже друзья говорят: у тебя не получится. Твои родные иногда говорят твою жизнь. Не так говорят. Все говорит, даже время говорит. Время говорит. Вот сколько уже лет прошло, и твой муж еще не спасенный. Как пили, так пьют, как курили, так курят. Как матерились, так матерятся. Но мы должны стоять неуклонно. Сатана приходит и говорит: у тебя ничего не получится. Ты уже столько лет, ты посмотри, 10 лет в этой церкви, у тебя ничего не изменилось. Но мы должны стоять неуклонно этого исповедания Слова Божьего, уповать на это Слово Божье, стоять на этом Слове Божьем. Если Писание говорит: спасешься ты и спасется весь дом твой, то мы должны стоять на этом. Аминь. То вот у вас хороший пример, вот эта семья, чудесная семья, да, их дети, внуки, через что только не проходила. Вот эта сестра, да, она молилась неустанно, за своих детей молилась.
И приятно мне смотреть, знаете, в Инстаграме, не просто там лайки ставить, смотреть, когда читаешь Божье сердце через эту сестру Антонину, когда она переживает, когда проходит эти трудности, знаете. Мы должны уметь радоваться друг за друга. Мы так не умеем радоваться друг за друга. Мы радуемся только за себя, за своих родных, близких где-то. Ну и можем маленько порадоваться, Сергей, вот да, это чудо какое-то. Но мы должны уметь радоваться друг за друга. Мы должны благословлять друг друга. Мы должны стоять на этом слове. Мы должны быть внимательны друг к другу. Потому что Писание говорит, будьте, относитесь друг к другу, как там написано, с нежностью, с почтением. Мы должны держаться этого слова, исповедания. Знаете, очень многие люди сдаются, занимаются бизнесом и потом бросают. Почему? Потому что у них не хватает ни терпения, ни денег не хватает, ни времени не хватает. Не получается ничего. Но если Бог сказал, ты должен стать, быть миллионером, Бог тебе сказал, значит, ты должен стоять на этом слове, двигаться в этом направлении, проходить какие-то семинары, учиться чему-то. Мы должны все время учиться. Все время. А с годами неохота учиться. Поэтому учитесь, пока вы еще молоды. Пока вы как пацан тот, вот, которому 58 или 59 скоро будет. Я хочу учиться. Хотя бывает иногда тяжело. Давайте откроем Евангелие, прочитаем Евреям 10 глава, 32 стих. «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий». Помните, у вас у всех такое время было? И было, вы проходили, каждый из вас, где бы вы ни находились, каждый из вас, когда вы получили слово от Бога, вы были просвещены, то сатана тут же приходил. Знаете, он сразу приходит. Ему не нравится, особенно если у вас победа за победой. Ему вообще не нравится. И он сразу начинает вас атаковать, узнав, что вы просвещены, что вы будете стоять на этом слове, на этой истине, и то, что вы будете приносить урон вражьей этой армии, что вы будете приносить плоды Царства Божьего. Ему это вообще не нравится, и поэтому он не хочет, и поэтому он изо всех сил будет атаковать. Изо всех сил, во всех сферах, во всех сферах. Евреям вот здесь 10 глава 35 стих написано. «Итак, не оставляйте упования вашего». Он говорит, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Великое воздаяние мы видим в жизни своей видим. Вы видите великое воздаяние в вашей жизни? Дети, внуки. Видите, правильно, Олег? Видите. Вы еще увидите еще большее. Еще большее увидите. Вы еще успеете увидеть и внуков, которые и вам правнуков родят, вы увидите это воздаяние. И это будет все сильнее и сильнее по нарастающей. Нам нужно только просто наставлять своих детей, наставлять, молиться за них, не сдаваться и жить этой жизнью. Жить, потому что хоть как им говори, хоть как им наставляй, если ты не пример для них, то они все равно отойдут куда-нибудь. Потому что мы должны быть примером для них. Очень хороший пример. Чтобы мы могли в действительности двигаться. Давайте мы прочитаем Евреям 11 глава 6 стих. Здесь написано так, мы читаем. 11 глава 6 стих. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы переходящий Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Аллилуйя! Никак невозможно. Никак невозможно. Знаете, есть место веры. Место веры – это вот Слово Божье. Мы должны находиться в Слове Божьем. Это есть место. Без веры угодить Богу не могу. Как твоя вера может проявиться? Только тогда, когда ты будешь пребывать в этом Слове. Когда ты будешь читать, молиться, обращаться. Если только ты вышел из этого, то ты уже не угождаешь Богу. Есть
место, есть адрес. Адрес это Божий адрес. Мы должны находиться в вере. Аминь? Мы должны находиться везде, в любой борьбе, в любом служении, дома. Мы должны находиться, у нас должно быть место веры. Место веры — это тебе не позволит выскочить за свои рамки и кричать, орать там, или что-то творить своей женой, детьми, а потом говорить, почему они к Богу не пришли? А почему они к Богу убежали? Потому что они смотрят. Мы должны находиться, у нас должно быть адрес, место веры. Потому что мы никак Богу не можем угодить. Не написано, что мы какими-то там будем на коленях сидеть, ползать, там, поститься, еще это. Тоже что-то надо, какие-то упражнения делать. Но без веры угодить невозможно. Только вера его угождает. Когда мы находимся в этом. И тогда мы уповаем на него, и тогда мы держимся за это слово. И как бы тебя не атаковали со всех сторон, ты все равно будешь держаться этого упования. Везде, где бы ты ни был, на работе, на учебе, в служении, где ты живешь. Евреям, знаете, вот Бог нас призвал так жить, чтобы мы так жили. Евреям 11 глава, 2 и 3 стих почитаем. Смотрите, вот как они держались, это глава веры называется, как они держались упования и уклонно. Читаем, вот здесь написано 2 и 3 стих. В ней засвидетельствованы, Евреям 11 глава, 2 и 3 стих. В ней засвидетельствованы древние. Древние это кто? Это вот те все, которые были, да, все с самого начала. От Адама и все древние. Вот здесь написано, свидетельствованы древние. Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим. Хорошо, что мы учились, да? Мы учились в богословской семинарии, поэтому, когда мы смотрим оригинал, то мы видим очень много ошибок в нашей синодальной, далекой, синодальной она, да? Ну, она хорошая, конечно, слава Богу, за нашу Библию. Но синодальный перевод, конечно, если мы смотрим оригинальный перевод, то мы понимаем во многих местописаниях, что Бог хочет донести. Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим. Веки, это значит промежутки какие-то времени, все Богом устроено. Вот промежуток Адама, Ноя, там, далее там идет, да, Моисей, там. Вот все эти веки, они устроены. И эти люди, каждый жил в своем веке, каждый в своем столетии, они жили, и каждый, что из невидимого произошло видимое. Мы видим, что вера, которая вот это не сдается, когда начинаем читать, вера, которая не сдается, читаем здесь вот 7 стих, здесь написано, следом сразу, верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. И так далее. Верою, 8 стих, Авраам. Ну и сколько лет строил ковчег? А мы сколько строим? 5 секунд можем терпеть? Вот у меня Илюша поедет в магазин, я где пропал? Где его носит там? Бог говорит, терпение. Ты тренируйся здесь, дома. Тебе терпения даже дома нет. Как у тебя будет терпение с другими людьми? Если у тебя нет терпения к своему сыну любимому, где он ходит? Жена где там? Алло, сколько я терплю, Таня, и звоню, что Таня нет. Полчаса. Любовь Асисяна, где ты там, моя красотка? Полчаса, Лиша, она говорит, полчаса. Самое могу терпеть. Через полчаса думаю, где она? Что, где ее носит? И начинаю звонить. Терпения вообще нету. Я знаю, точно я знаю, что она занимается делами житейскими. Ей вот, честно говорю, низкий поклон тебе, Татьяна. Живой памятник бы тебе, скульптором был бы тебе, сделал бы. Сколько она меня терпела? Вначале, сейчас-то, конечно, не терпит. Сейчас она любит и наслаждается сейчас. А терпела поначалу такого меня парня, крутого перса.
И здесь написано, но и 100 лет строил. Какое у него терпение? 100 лет. Все ходили вокруг, смеялись над ним. Показывали, дурачок, ты вообще 100 лет строишь какую-то, извини меня, вот эту деревяшку. Они все ходили вокруг, все смеялись, пели, танцевали, пили, гуляли, там все. Опа! И смеялись, говорят, дурачок, что ли, пошли на дискотеку, ты что? Давай, за День Победы вмажем. Ну, ничего, за День Победы можно нашим фронтовикам по 100 грамм, но не по бутылке. Он 100 лет. 100 лет. Мне вообще в голове не укладывается, как 100 лет человек терпел. Вот это долготерпение. Или Авраам с Сарою. Старенькие такие, она такая уже, здесь написано Авраам, да, они настолько доверяли, они настолько держались неуклонно, да, упование, понимаете, вот неуклонно, они вообще вот, все смеются, все атакуют со всех сторон штормом, а ты держишься этого упования. Да какой твой муж никогда не спасется, он алкоголик конченый, да такой сякой, да он и тому подобное. Никогда. А если мы будем держаться, то Бог, Он верный, обещавший верный. Он исполнит это. По-любому исполнит. Если мы дальше там читаем, мы будем особенно все там читать, там о Саре, о Исааке, о Иакове, о Иосифе, об Моисее, так еще раб-блудница туда попала в галерею веры. Она же еще блудница. И поэтому Бог не смотрит, какую ты позицию занимаешь. Бог не смотрит Бог смотрит на сердце. Только на сердце Он смотрит. Однозначно, Он не смотрит, кем ты был. Он смотрит, кем ты хочешь стать. Ты понимаешь свое призвание, откуда ты пришел, для чего ты живешь и куда ты идешь. Это нужно призвание понимать. Если ты это будешь понимать, вот эти три, откуда я пришел? Я пришел от Бога, однозначно. Что я должен делать? Я должен делать то, что мне Бог вкладывает в сердце, о том, что Он мне говорит, эти обетования. И куда я иду в вечную жизнь. У меня есть воздаяние, огромное воздаяние. Огромное, огромнейшее воздаяние – это вечная жизнь. Лучше нету воздаяния. Ни миллионы, ни миллиарды, ни яхты, ни машины. Это все временное. Самое великое воздаяние – это вечная жизнь. Дальше здесь читаем 33 стиха. 11 главы, 33 стих. «Которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста вам, угошали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки, как на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших, своих воскресшими». Вообще. Ну вы это читаете, разве можно так равнодушно? Я не знаю, если вы так равнодушно читаете, вам надо к Богу быстрее бежать. Ну, так читаешь и думаешь, вот это да. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перелепиливаемы, пилили их. Отрекайтесь и пилили их. Бог говорит, ты бы выдержал, если бы мы пилили тебе и сказали бы, отрекайся. Я раньше все время говорил, нет, не выдержу, наверное, всех предал. Хотя я в криминале был, я такой проходил вообще, видел. Думаю, нет, я не выдержу раньше, а сейчас я знаю, я выдержу. Только Его силой, Его благодатью, верой только. Я знаю, выдержу и никого не предам. Никого знаю. Почему я знаю? Потому что я знаю своего Бога. Насколько Он сильный. Когда читаешь это, ты знаешь, Он настолько сильный, Он настолько верный. Это мы неверные бросаем друг друга и в мыслях, и в делах, и в словах. Он верный. Он всегда исполнит то, что Он обещал.
Аллилуйя. И в 12 главе почитаем. 1 стих читаем здесь. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое время, запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще». Поприще – это место. Понимаете, это место. Он для нас приготовил, для каждого из вас, для каждого из нас приготовил место. У него есть такое чудесное место для каждого. Прекрасно, он все приготовил. И мы должны достойно пройти это поприще. Достойно пройти это поприще. Достойно. Какие бы атаки ни были. Как бы дьявол ни говорил тебе, мы должны достойно пройти это поприще. Знаете, есть облако свидетелей. Здесь люди многие понять не могут. Я тоже раньше не понимал. Но сейчас как бы изучая, да, обучаясь в этой благословенной, вы как база здесь были, благословенная церковь краеугольная, мы здесь учились. Место давали этих людей принимали. Слава Богу. И учась здесь. И я потом уже, когда изучаю сейчас Библию, я смотрю, сравниваю это все, заглядываю, как учился здесь. И я понимаю, насколько Бог хочет, чтобы мы были образованными, профессионалами. Не просто пыль в глаза пускали, да? Как Остап Бендер. Мне нравился Остап Бендер. Мечтал быть Остап Бендером, но, слава Богу, я стал человеком Божьим. Детем Божьим. Вот здесь написано, и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя. Да? Облако свидетелей, это, знаете, оказывается, в Римской империи, вот эти, я когда ездил в Турции, я, правда, в Риме еще не был, но верю, что тоже как-нибудь побываем, моей женой. Вот, ну, если не побываем, ничего там на небе увидим. А в Турции, когда был, ему там был амфитеатр такой огромный. Я устал туда наверх, залез, посмотрел вниз. Люди вот тетюсенькие, маленькие совсем. Я думаю, вот это небоскребы строили. Тогда не было таких небоскребов, как сейчас у нас, да, Москва-Сити, там вот эти все. Вот. Это были самые небоскребы. Вот. И облако свидетелей, это было места такие, на галерке, вон там, наверху. И в Риме, когда ходили, говорят, у тебя какие места? Там, говорят, в партере, там, в ложе, мы здесь говорим, да, в театре. Они говорили, у меня там на облаках места. А продадите нам билеты на облака, да? Мы бы хотели на облака билеты очень. И мы получим по благодати, если мы будем неуклонно держаться исповедания. Если мы будем говорить, Иисус, Ты наш Спаситель, Ты наш Христос, Ты наш Господин. Если мы неуклонно будем держаться этого исповедания, говорить об этом, и не молчать, а говорить это. Неуклонно, понимаете, неуклонно. Как, когда я исцелился, я читал это, просто мне сказали, ранами Иисуса Христа ты исцелен. И я в церковь бежал и все время, ранами Иисуса Христа я исцелен. Ранами Иисуса Христа я исцелен. Ранами Иисуса Христа я исцелен. Я буду жить и буду возвещать славу Божью. Я буду говорить о Тебе. Господь, ранами Иисуса Христа я исцелен. Я исцелен, я исцелен. Я исцелен ранами Иисуса Христа. Я буду возвещать всю силу и славу Божью. Потом, когда через 3-4 месяца я пришел, и мне сказали, что мне все органы здоровые, я пел и танцевал несколько дней. Я пришел на собрание, четверговый был, и я там прыгал, просто танцевал. Просто оторвался. Сказал, Бог, я буду служить Тебе. Я буду служить Тебе. Знаете, облако. Такое облако, и вот этот Колизей как бы, огромный Колизей. Вот, и они там, кто там сидит? Смотрим, Моисей, Сара, Ной. Вот они вокруг, все Колизей вокруг. Все они сидят там. И вдруг Бог вам показывает, вот ваша прабабушка. Она жила там. Она молилась. И вдруг в этом круге, в этом танце вы видите своих родных и близких. И Бог вам показывает, вот они, вот они. Может кто-то быть на облаке там, но Бог вам покажет.
Может, кто-то будет на облаке и вам махать. И они не молчат, они, знаете, что говорят? Давай, давай, давай. Давай, Антонина, у тебя получится. Алексей, давай, у вас получится. Давай. Знаете, когда большие стадионы. Мы видели на футбол, когда Лига чемпионов, когда у нас в России была в 2008 году Манчестер Юнайтед и Челси играл. Знаешь, как там народ встает? И волной так пошли. Ое, 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 ое. Чемисные чемпионы. Ое, 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 ое. Иисус царь. Ое, 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 ое. Церковь, краеугольный камень, чемпион. Ое, 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 ое. Дети Божьи. Значит, это такой мощь. Знаете, вот когда это амфитеатр, и вы там, я не за вас, у вас получится. Не сдавайтесь, у вас получится. Держитесь неуклонно этого исповедания, неуклонно. Держитесь, у вас получится. У вас получится. Еще немного осталось. У вас получится. Держитесь. То, что Бог говорил, может, 15, 20 лет назад, 30 кому-то. Может, кому-то 5, кому-то год назад говорил. Держаться нужно. Год — это совсем мало. Нам иногда нужно держаться. Иногда мы так получаем, быстро очень получаем. Но настало время получать что-то великое, что-то хорошее, что-то такое мощное, что-то такое живое, чтобы эта вера, она осуществлялась. Чтобы мы это видели. Что вера это есть уверенность невидимого и осуществление ожидаемого. Аллилуйя. Бог имеет для вас что-то прекрасное, чудесное. И Он хочет, чтобы мы действительно были там, вот на этом стадионе. Когда мы на небо поднимемся, мы все это будем видеть. Мы это все будем видеть, мы это все будем слышать. И мы будем радоваться. А не так улыбаться в глаза, а потом выйти и что-то говорить. Никогда не говорите друг по другу плохое. Никогда. Просто примите решение. Никогда. Принимайте друг друга с нежностью, с почтением, с любовью. Будьте внимательны друг к другу. Никогда. Обнимайте своих жен. Целуйте их. Говорите им всегда хорошие слова. Детей своих, внуков. И заканчивая, я хотел бы местом Писания Галатам 6 глава. Глава и 9 стих мы почитаем. Делая добро, да не унывая, ибо в свое время пождем, если не ослабеем. Если не ослабеем. Мы не ослабеем только с Ним. Только с Ним мы не ослабеем. Если мы будем делать своими силами, мы ослабеем. Я много делал в своей жизни своими силами. Я ослабевал, у меня опускались руки. Но, слава Богу, у меня был Бог. Я не говорил негативное. Я говорил, Бог, мы прорвемся все равно. Бог, мы прорвемся. Все равно мы получим обещанное. Ты говорил через пророков Божьих, мы получим обещанное. Потому что верен ты обещавший. И ты дашь. Как я мечтал в свое время. Когда мне уже было 45 лет. Говорю, где моя жена? Я мечтал. И я не просто мечтал, я молился. Каждый день молился. Представляете, каждый день. И говорил, дай мне добрую жену. Не хочу жену пилу.
Отче добрый, вот это Твое слово исполни. Знаете, Бог верный, Он дал мне самое доброе. Добрее нет, Он мне сказал. Когда я стал торговаться, Он сказал, добрее. Скажи, что торговался. Как торговался, да? Торговался я даже. Я мне сразу спросил, сколько тебе лет? И она сказала, 39. Я говорю, ой, старенькая. А самому 45 было. А Бог говорит, тебе сколько? 45. Какой ты молоденький. Я понял все. И потом через общение я, конечно, понял, что добрее не найду. Надо быстрее брать. Я благословен настолько. Но верный Бог, обещавший, Он исполнил. Через много лет обещаний исполнил. Слава Богу. Слава Богу. Аллилуйя! Давайте тогда мы помолимся, да? И я поеду на второе служение. Аллилуйя, Господь, во имя Иисуса Христа. Господь, во имя Иисуса, я молюсь за этих людей, за Твоих верных людей, которые, Господь, в этой Божьей семье, Господь, во имя Иисуса, которые верные, которые трудятся, которые держатся этого исповедания, Господь, во имя Иисуса. Неуклонно, Господь, во имя Иисуса Христа, они держатся за то слово, которое Ты кому-то давал, может, 20-30 лет тому назад, кому-то 10, 5, 10, Господь, год, месяцы назад, может, вчера Ты говорил, или, может, сегодня стал говорить, прямо сейчас среди этого собрания во имя Иисуса, и они будут держаться исповедания этого неуклонно, Господь, во имя Иисуса, потому что Ты верный, Ты обещавший, Ты исполнишь это, они увидят эту награду во имя Иисуса. Они услышат, Господь, они увидят своих родных в этом огромном стадионе. Они увидят, как они будут кричать: давай, 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 Светлана, давай, 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 Олег, Господь, давай, Господи, Господь, во имя Иисуса, не ослабевайте, Господь, во имя, давайте, вы сможете взять эту высоту. Это должно исполниться, потому что я, Господь, мои обетования, да и аминь, они исполняются, потому что мое слово, оно как пущенная стрела, Господь, во имя Иисуса, потому что мое слово как молот, который разбивает все, Господь, негативное всякие ярмо и узы, Господь, во имя Иисуса, греха, во имя, потому что мое слово, оно как гвозди прибиваемые во имя Иисуса, во имя Иисуса, потому что слово мое, Господь, настолько сильно, оно живо и действенно, и острее всякого меча, Господь, во имя Иисуса, аллилуйя, Господь, благодарим и славим Тебя, что этот меч, он разделяет наш ум, разум, состав и мозгов, Господь, и судит намерения, помышления, Господь, сердечные. Благодарим и славим Тебя, великий Бог, что Ты дал это слово, которое нас наставляет, нас учит, обличает, Господь, исправляет во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, Господь. Благодарим и славим Тебя, великий Бог. Аллилуйя, Господь, во имя Иисуса. О, Господь, спасибо Тебе во имя Иисуса Христа, Господи. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Спасибо большое за приглашение. Большая честь была послужить вам. Слава Богу, народ Божий, вы благословлены. Аминь. Слава Богу. Спасибо вам, драгоценная Михаил, драгоценная Татьяна, что вы сегодня нам послужили. Пусть ваши плоды будут приумножаться в Царстве Божьем. Пусть ваши внуки будут носителями славы Божией. Аминь. Драгоценная церковь, я просто вам рекомендую еще раз пересмотреть, прослушать запись этой проповеди. Это очень практичная, такая жизненная проповедь. Вы согласны с этим? Аминь. И мы сегодня как-то необычно раньше, да, заканчиваем. Как-то непривычно, и я хочу, пользуясь этим, объявление сделать.
2 мая, следующее воскресенье, мы будем праздновать Пасху. Воскресенье нашего Господа Иисуса Христа. И воскресенье уже, неделька тоже только осталась, и мы хотим тут организовать такое торжественное, праздничное богослужение. Спасибо. Благословение вам. Мы хотим организовать такое торжественное богослужение и приглашаем вас, каждого, принять участие на этом богослужении. Мы приглашаем детей, родителей, будьте внимательны, приглашаем детей участвовать. Служитель детского служения, непосредственно Наталья Дмитриевна, она хочет раздавать стишки детям, чтобы они здесь поздравили. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок принял участие в торжественном поздравлении, прочитал стишок или спел песенку, позвоните или напишите Наталье Дмитриевне. Или можно Ларисе Леонидовне. Хорошо? Если у вас, взрослые, драгоценные братья и сестры, есть свидетельства, которые прославляют Иисуса Христа, есть песни или стихи, которым вы хотите тоже благословить и поздравить нашу церковь, добро пожаловать, пишите. Также мы будем здесь организовать столики, как это было в Рождество, и будем сидеть такими кучками. Пастор будет проповедовать слово, и мы будем делать рефлексию на тему Пасхи. Что такое рефлексия? Это когда пастор проповедует слово, короткое, наверное, слово где-то минут 20, может быть полчаса, и мы столиком, вот такой командочкой, мы размышляем над этим словом, чтобы слово это очень хорошо запомнилось, чтобы это стало практичным словом в нашей жизни. И мы будем это делать всей церковью. А потом еще у нас будет чаепитие. Мы приготовим с силами церкви тоже что-то угощение. И призываю вас приносить с собой фрукты какие-то. Может быть, какие-то хотите выпечки домашние ко столу, чтобы нам было в радость, чтобы другим было благословение. И поэтому нам еще нужны люди, которые имеют креативные, дизайнерские такие таланты, чтобы как-то приукрасить к этому торжеству наш зал. Поэтому звоните, приходите. И сейчас, если у кого отзывается в сердце участвовать на этом празднике, можете свои идеи подавать. Оставайтесь и подходите ко мне, я буду вас направлять. Хорошо? И я сейчас приглашаю драгоценную группу прославления, чтобы мы еще раз прославили Бога нашего. Давайте поднимемся и прославим нашего Бога.